Здравствуйте, дорогие ребята! Суммативное оценивание за 4-ю четверть. Задание на слушание. Прочитайте ключевые слова и предположите, о чем пойдет речь в тексте. Земля, Солнечная система, спутники, естественные, искусственные. Как вы думаете, ребята, о чем пойдет речь в тексте? В тексте пойдет речь о спутниках Солнечной системы, вращающихся вокруг Земли, об искусственных и естественных спутниках и их назначении. Прослушайте текст и выполните задание. Вокруг Земли и вокруг других планет Солнечной системы вращаются небольшие космические тела, спутники. Эти спутники образовались одновременно с планетами. Спутники планет называют естественными спутниками. Без телескопа на небе можно рассмотреть только спутник Земли – Луну. С помощью телескопа можно изучать планеты и их спутники в космосе. Вооруженным глазом в телескоп были открыты 4 спутника Юпитера. Это открытие 400 лет назад сделал Галилео Галилей. Галилеевы спутники Юпитера в ясную погоду можно рассмотреть и в небольшой бинокл. Среди планет Солнечной системы больше всего спутников у Юпитера. У Меркурия и Венеры спутников нет. Всего сейчас ученые насчитали в Солнечной системе почти 170 естественных спутников. Вокруг некоторых планет летают космические аппараты, сделанные руками человека. Их называют искусственными спутниками. Уже больше чем 50 лет прошло со дня запуска первого искусственного спутника Земли. Его запустили с космодрома Байконур. Русским словом «спутник» во всех языках Земли стали называть небольшие космические аппараты. Первый спутник был размером с большой надувной пляжный мяч и мог только передавать на Землю радиосигнал. Сейчас искусственные спутники Земли помогают изучать погоду, следить за пожарами. Через спутники работает телевизионная и мобильная связь, навигация. Искусственный спутник хорошо виден среди звезд. Яркая точка спутника летит, не мигая, через все небо. Летящий самолет легко отличить от спутника потому, что у него 2 мигающих огонька, зеленый и красный. Установите соответствие между словами, словосочетаниями и их значениями. Естественные спутники, искусственные спутники, телескоп, Луна. Вы должны согласовать их следующими выражениями. Спутники планет, космические аппараты, сделанные руками человека, спутник Земли, устройство, с помощью которого можно изучать планеты и их спутники в космосе. Теперь сравните, ребята. Вот ответы на эти вопросы. То есть, как можно их согласовать? Естественные спутники – это спутники планет. Искусственные спутники – это космические аппараты, сделанные руками человека. Луна – спутник Земли. Телескоп – устройство, с помощью которого изучать планеты и их спутники в космосе. С помощью которого изучают планеты и их спутники в космосе. Третье задание. Определите значение слова «вращаются». Айналады деген сөздің мағынасын табыңдар. Вертеться, обращаться вокруг своей оси, двигаться вокруг чего-нибудь. Четвертое задание. В каком значении в тексте употреблено слово «спутник»? Ответ В. Небесное тело, вращающееся вокруг планеты. То есть жердің серігі деген не? Ол аспан денесі. Планетаны айналып жүретін аспан денесі. В. Ответ. Выпишите слово, соответствующее значению неприродный, сделанный руками человека, то есть искусственный. Говорение. Задание на говорение. Создайте аргументированные высказывания на тему «Надо ли изучать космос?». Используйте ключевые слова.
Научные открытия, космос, спутник, исследователь, польза, климат, галактика. Время на подготовку 5 минут. Время для высказывания 1,5 минуты. Вот ответ. Это значит текст на говорение. Задание на чтение. Прочитайте тексты и выполните задание. Вот первый текст. И второй текст. Задание первое. Какие слова, словосочетания, характеризующие робота и описывающие его внешний вид, использует автор? Выпишите 2 примера из текста. Вот ответы. Голос отличался холодным тембром. Был холоден и тверд на ощупь. Второй вопрос. Чем Кьюти отличался от других роботов? Робот, который задумался над собственным существованием. Робот, который достаточно умен, чтобы осмыслить внешний мир. В чем заключается сходство текстов? Общая тема – роботы. В обоих текстах есть описание роботов. Определите идеи 2 текстов. Идея первого текста – роботы тоже способны мыслить и чувствовать. Идея второго текста – робот-помощник облегчает жизнь людей. Задание на письмо. Вы должны написать эссе-рассуждение на тему «Как технологии влияют на жизнь человека». Объем 80-100 слов. Вы должны использовать активные и пассивные конструкции, простые и сложные предложения, выражающие причинно-следственные отношения. Вот готовый текст. Ребята, если хотите, вы можете сократить этот текст. До свидания, ребята. До следующих встреч.